Несет ли современный кинематограф высокие какие-то нравственные идеалы? Честно скажу, что вот эту фразу «кино как форма общественного откровения», она красиво звучит. Я подсмотрела у Федора Бондарчука. Вот он сказал о том, что кино – это некая форма общественного откровения, и отчасти желание снимать – это желание через пленку освободиться от своих эмоций, разделить их с кем-то. Так ли это или нет, мы сегодня из первых рук услышим. И вот хотелось, чтобы мы, наверное, в своем разговоре затронули и такие темы, как моральная ответственность художника. Вообще, есть ли разница между свободой слова и свободой вседозволенности? Мы очень часто в контексте средств массовой информации говорим о коммерческой составляющей фильмов. Иногда это как бы оправданное и низкое качество кинематографической продукции. Но, как мне кажется, что коммерческая составляющая, она не должна и не может мешать быть кино добрым, мудрым, качественным. По поводу высказывания Федора Сергеевича, ну что ж, отчасти, да, это, просто можно, каждый облекает ее в свои слова, но, естественно, когда мы занимаемся профессией, мы пытаемся прежде всего ответить на те вопросы, которые нас самих интересуют. Тогда только это становится интересным, когда работа совпадает с общим течением нашей жизни, когда они соприкасаются на этом этапе. Например, я хочу, и мне интересно подумать о человеческих взаимоотношениях на каком-то этапе. Меня волнуют вообще проблемы моего взаимоотношения с Богом и так далее, и так далее, и так далее. И комплексы, в том числе и личные истории. Потому что все строится из личного опыта. Оно добавляется туда немножко фантазии, и тогда получается некое произведение. С одной стороны, это такая формула «здесь, сейчас и никогда». Да, и вот это и есть мир выдуманный, мир кино, когда ты к собственному опыту добавляешь еще определенную фантазию, основанную на интуитивных вещах и на чужом даже опыте. Неважно, не обязательно. У Высоцкого, помните, было потрясающе, он всегда говорил перед концертом, меня многие спрашивают, воевал ли я, сидел ли, и так далее. Вот он очень точно ответил на природу творческую. Художник, я не очень люблю это слово, но давайте его употреблять, другого нет, в широком смысле этого слова. Человек, связанный с искусством, то есть не настоящим, а с созданием конструкции искусственного мира, да, он, естественно, его фантазия, она и определяет, собственно говоря, форму и течение этого сюжета, насколько он может это почувствовать. Но все равно сердцевина остается сам человек, никуда от этого не денется. Если ты не живешь, то ты ничего и написать не сможешь. Вот я так считаю. В этом смысле Захар Прилепин. Вот вам пример. Да, вот недавно «Судьба человека» как раз мы смотрели. Да. Ну, мы знаем его и по его произведениям. Да, и по произведениям. Но вот именно он об этом говорил, да, что и да. в этом смысле он пытается... Ему просто это интересно, и не потому, что вот так он оправдывает. Да, он не оправдывает, он вообще не должен оправдывать. Но я ничего не пишу, да. Это просто вот то, что вот мне, что для меня важно. Да, он разделяет определенные жизненные позиции, определенные этические там, и, если хотите, там, и нравственные. И он посчитал своим нравственным долгом, раз он об этом говорит, оказывается там с этими людьми, которых он защищает. Достойно только уважения. И я уверен, что, дай Бог, Захару удачи, успеха, и мы переживаем все за него. Вот. И, конечно, мы ждем от него, и, конечно, для нас он прежде всего писатель. И мы ждем от него художественного осмысления, того, что он там увидел, этого опыта. Вот пример, пожалуйста. Да много вещей меня интересует, и не только зоркие, и просто мне иногда кажется, что и жизни не хватит, чтобы обо всем поговорить. Ты куда ни сунься. Зорги — это ведь огромное количество. Зорги — человек времени, да, начнем с этого. Это безумно интересный кусок истории. Предвоенный мир.
Предвоенная Европа, предвоенная Япония, предвоенный Советский Союз. Что происходило? Человечество удивительным образом, оно безумно последовательно. И вот в том, что оно забывает свою историю. Каждый раз происходит одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Конечно, поэтому Зорге был безумно интересен мне с точки зрения погружения еще вот в эту среду. В эти интриги, которые... Я много чего знал про это. Но изучая материалы, связанные с Рихардом Зорге, об этом можно много говорить. Да, там. Мы что-то попытались. Конечно, фильм это не историческое исследование, и мы на это даже не претендуем. Тем более надо понимать простую вещь, что Рихард Зорге был все-таки военным разведчиком. Соответственно, все материалы о нем засекречены. Я кое-что видел, мне кое-что показали издалека. А что, с течением времени это не будет? Нет, конечно. Ну вы смеетесь, что ли? Это уже навсегда. Мне показали его телеграммы, какие-то небольшие куски. Я встречался с ветеранами ГРУ. Там замечательные военные, хотел сказать, ребята. Да, не ребята, хотя уже многим там много лет. Но у них есть вот это понятие братства. И как-то язык не поворачивается называть их ветеранами. Там генерал-полковник Измайлов, командующий ГРУ, его заместитель, лейтенант. Вот. Мы сидели, очень хорошо говорили, были действующие сотрудники. И их очень интересовало, то есть мы начали эту историю, и поскольку это их герои, они очень хотели пообщаться со мной для того, чтобы просто попытаться мне рассказать, что такое Зорге для них. Это было очень важно, потому что много существует всяких версий по поводу Зорге. И я уже много раз там один и тот же вопрос, который наверняка меня будут спрашивать. А как вы думаете, а вот что думаете, герой ли он был или все-таки двойной агент? Вот эта фраза «двойной агент» это Мата потому что Хари, да? люди, Мата Хари. Там Это вообще другая Да. история. Потому что Зорге прежде всего был убежденный коммунист. И не просто убежденный, а человек, который за эти убеждения пошел на казнь. Это можно быть убежденным как угодно, но не всякий становится Джордано Бруно, даже Коперник несколько отступил, а Бруно нет. Вот Зорге это из тех титанов той эпохи, это реально титан, человек, у которого сложнейшая жизнь. Там мне было интересно понять, а что им двигало, какой был мотив, помимо идеологии, что же это была за игра. Когда мы про двойную, да, конечно, он был двойным агентом. Естественно, он работал на СД. И его непосредственным там начальником, принимавшим от него доклады, был Шелленберг. По ведомству Шелленберга он работал. Более того, он работал на разведку Риббентропа. Он и не мог работать по-другому. Еще была разведка. Он был все-таки аккредитованный журналист, а потом уже пресс-секретарь в посольстве посла Эйгенаута. И, естественно, он, по всей видимости, он работал и на эту разведку. Там, знаете, была куча разведок. То есть у каждого ведомства была своя разведка. Он и не мог работать по-другому. И там было очень забавно, что у Шелленберга, который потом признался в мемуарах своих, что он пропустил момент проверки Зорге, они не очень хорошо его проверили, поэтому, когда это все вскрылось, он был так, тоже слегка озадачен, но когда он разобрал, он сказал, собственно говоря, все материалы, вся аналитика, у меня нет претензий. То есть, по большому счету... Работал неплохо. Чисто работал, конечно, конечно. Там все было непросто, но опять-таки, понимая, что все материалы засекречены, часть архива, связанного с японскими спецслужбами, находится в Америке, ибо они получили к нему доступ. Наверное, существует Коминтерновский архив, где есть какие-то материалы. Часть архива, может быть, немецкого, отчасти какого-то раскрыто, но у нас там что можно. Вот. А остальное это в архиве ГРУ находится. Я не думаю, что они готовы раскрывать, потому что там все-таки и методология, и прочие вещи, может быть, и агенты какие-то существуют. Вот. Но когда мы говорим предатель или герой, ну вот скажите мне, вот серьезные люди в ГРУ,
Вот они-то имеют доступ к документам, да? Ну, конечно. Ну, скажите, будут они почитать предателей? Будут они ухаживать за могилой, приезжать туда? Будут ли они гордиться? Вряд ли. Ну, для меня вот это как косвенный показатель, что Зовги не был предателем. Не любят предателей, ну так сложилось. Его бы обошли по стране, бы не стали говорить об этом. Сложная личность, он очень непростой был человек.